Видеооко «Аносплав» находится в музее просвещения Коми-края. Сегодня я бы хотел, чтобы документы об учебе моей бабушки Ольги Васильевны Духаниной, которая обучалась в городе, сейчас называется Краснодар, а раньше это был город Екатеринодар. Она закончила 4 класса. Как называлась школа? Екатеринодарский, седьмое женское училище. Так, то есть какой год? 17-й год. 17-й год. Моя бабушка Ольга Васильевна заканчивала 4 класса до революции. В то же время после революции была организована коммуна «Всемирная дружба» в станице Роговской Тимошевского района. «Всемирная дружба», там, где был монастырь Марии Магдалины. Моя мама 1926 года рождения, родилась в станице Роговской, то есть в коммуне «Всемирная дружба». Во время войны они были эвакуированы первоначально в Кропоткин, Кавказская станция, затем в Невономысскую, затем в Ереван. Когда фашистов отогнали, она поступила в Новочеркасский политехнический институт. Затем был призыв на учительские курсы, и в 1947 году она закончила и стала учительницей. Работала, у них в трудовой книжке так и писали, учительница. Первоначально она работала в станице Фастовецкая Тихорецкого района. В 1956 году приехала в республику Коми. Первоначально работала в Ухте, затем с 1957 года в поселке Комсомольск-на-Печоре до пенсии. В 1975 году, окончив Комсомольскую среднюю школу, я поступил в Сыктывкарский государственный университет. Здесь представлены некоторые фотографии нашего выпуска 1980 года, где изображены преподаватели физики и математики, наша первая ЭВМ, наш пионерская практика, вручение диплома. Здесь Валентина Александровна вручает диплом Сергею Ивановичу Баженову. Здесь наш класс Комсомольской средней школы, здесь мои родители. Так, что бы я хотел сказать? Значит, вот то образование, то просвещение, которое было до революции, и со слов мамы, что те 4 класса бабушкины, они выше по развитию интеллекта, чем то, что она получила в институте. Так, на этом поставлю запятую.